Во время Второй российско-чеченской войны Путину и его спецслужбам было важно обвинить чеченское сопротивление в терроризме. В первую очередь эти обвинения сыпались в адрес лидера чеченского сопротивления, президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова. Российским спецслужбам было важно найти такую цепочку, чтобы можно было обвинить Масхадова в терроризме, очернить его, а также было много попыток его убить. Теперь про то, какие грязные методы они использовали. Президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов встретился с командирами чеченского сопротивления. На этом совещании обсуждались планы о том, как можно эффективнее наносить удары по российским оккупантам. Во время этого совещания было записано видео, где Масхадов говорит такие слова: «Я уверен, и у меня нет никаких сомнений, что на заключительном этапе мы обязательно проведем уникальную операцию, подобную «Джихад», такую, какую мы проводили в августе 1996 года, когда освободили столицу нашей Родины от оккупантов». Но российские спецслужбы и подконтрольные им СМИ вырезали слова Масхадова, где говорится про августовскую операцию, и заявили, что Масхадов готовил теракт в России. Обмануть граждан России никакого труда не составило, так как они не слышали про операцию августа 1996 года. Для информации, операция «Джихад» — это штурм и освобождение города Грозного вооруженными силами Чеченской Республики Ичкерия в августе 1996 года. Операция была спланирована начальником главного штаба вооруженными силами Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым, в результате которой российским оккупантам численностью в несколько дивизий пришлось сдаться. То есть Масхадов имел в виду, что чеченским сопротивлением будет проведена военная операция против российских оккупантов. Расскажу про бессовестную выходку российских спецслужб, где они хотели использовать своих марионеток для того, чтобы обвинить чеченцев в более ужасающем теракте. Это было в 2004, а также в 2005 году, дважды. Генеральным представителем президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова был в то время Умар Ханбиев. У меня были контакты с ним по работе. Умар Ханбиев рассказал мне, что с ним связался один человек и предложил план, с помощью которого якобы можно остановить войну в Ичкерии. То есть этот план нужно было донести до чеченского президента с целью ознакомления и одобрения. То есть, по словам того человека. Он, по словам Умара Ханбиева, выложил ему такой план. Первое. Есть несколько контейнеров с радиоактивными отходами. Второе. Эти контейнеры будут отвезены в крупные города России и установлены в метро. Третье. Будет взорван один из этих контейнеров. Четвертое. От лица президента Ичкерии будет предъявлен ультиматум Путину остановить войну в Ичкерии, в случае отказа подрываются другие контейнеры. Пятое. Все расходы берет на себя человек, который предложил этот план. В нашей личной беседе Умар сказал, что у него дома находится один единственный человек, через которого без опаски можно отправить аудиокассету президенту. Мне довелось потом разговаривать с Умаром Ханбиевым, который был не в настроении в тот вечер. Оказывается, в личной аудиокассете, отправленной Асланом Масхадовым Умару Ханбиеву, он его отчитал и указал больше не подпускать к себе темных личностей, при этом добавив, что это очередная уловка спецслужб. Чтобы потом заявить о блестяще проведенной операции спецслужбами России, якобы они нашли и обезвредили эти контейнеры, и затем обвинить в этом чеченцев. Позже, после убийства в 2005 году российскими спецслужбами президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова, с таким же подходом кадыровские агенты отправили такое же идентичное сообщение, предложение президенту Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалиму Садулаеву, который приступил к выполнению обязанностей президента Чеченской Республики Ичкерия после убийства Масхадова. Это была вторая неудачная попытка и даже очень глупая. Хвала Аллаху, что наши лидеры были чисты, в отличие от этих грязных методов, варварства и подлости российских спецслужб, с которыми столкнулся и пострадал чеченский народ. Наши лидеры, как и народ, были против войны. Они боролись за мир. Аллах азут кобал дольсейра.